Добрый день, дорогие телезрители спортивного канала Варзиш. У нас сегодня интересная тренировка будет. Мы худеем вместе с Гульбахор. Гульбахор, что вы хотели сказать мне перед тренировкой? Перед тренировкой я хочу благодарить, во-первых, благодарности, что у меня здоровье очень хорошем состоянии. И я довольна занятием, потому что у нас тренер Катя очень специалист и дает нам уроки, то, что в нашей организме нужно. И оно дает эффект. И очень эффект нас еще и еще выздоравливает. И то, что нам надо, мы получаем. Мы благодарны. Да, я тоже благодарна то, что вы цените, то, что вы действительно чувствуете правильность, эффективность и разнообразие тренировочных программ. И хотелось бы еще сказать насчет питания. Вот питание – это неотъемлемая составляющая и в тренировочном процессе, и в режиме тренирующегося человека, спортсмена, просто любителя, неважно. Питание – это основная часть, основная составляющая. Вот в рационе должно быть побольше зелени, побольше клетчатки. Если хотите есть правильные продукты, это грудка куриная, желательно на пару, речная рыба тоже на пару, говядина, можно говядину, мясо. Вот. И гарниры. Гарнир, рис, гречка – это в основном для энергии. Это медленные правильные углеводы. Желательно от жирного, от сладкого, от мучного, от всего то, что вредное, исключить, отказаться, особенно если человек худеет. То есть и так он состоит из не очень хорошей жировой, массы. Ее надо убирать. Поэтому правильно питаться. Вот. Если заправлять салат, то только лимонным соком. Это для худеющих. Исключать масло, или исключение оливковое масло. То есть вот так. Поэтому, в принципе, немножечко по питанию я скоординировала, Если будут вопросы в процессе, вы задавайте, я отвечу на любой вопрос по питанию. Хорошо? По диетологии. Все, и мы начнем нашу тренировку. У нас сегодня тренировочная программа с акцентом на спину. Гульбахор попросила, чтобы у нее была ровная осанка, ровная спина. И также проработать мышцы пресса и в целом мышцы кора. То есть мы будем работать сегодня на это. Итак, начнем, Все, у нас сегодня из дополнительного оборудования гриф. Мы берем гриф и начинаем работать с ровной спиной, выводим спину наверх и оставляем гриф на уровне грудной клетки. Поднимаем наверх и оставляем гриф на уровне грудной клетки. Начинаем работать, у нас первый подход, 12 повторений. Молодцы, хорошо. И на уровне грудной клеточки останавливаем. Вдох, выдох на подъеме. Коленочки мы не сгибаем. Точнее, сгибаем, только не вместе, не собираем. У нас, получается, таз уходит назад. Гриф на уровне грудной клетки. Смотрите за правильностью и за техникой, как Гульбахор выполняет упражнения на мышцы спины. То есть мы стараемся плечи завести максимально за ушки, Руки ровные у нас. И когда встаем, мы гриф держим на уровне грудной клетки. Если у вас дома нет отягощений, вы занимаетесь дома по 1 килограммчику, мы просто можем взять в виде палки, то есть оборудование, или бодибар, если у вас есть тоже. Бодибары бывают 1 килограмм, 2, 3. В данном случае у нас сейчас гриф и по 1 килограммчику с каждой стороны, как доп. Нагрузка. Копчик, таз оттягиваем вот туда-назад, идеально ровная спина, и перед собой. Назад и перед собой оставляем гриф. Последний раз дорабатываем. Хорошо, молодцы. Хорошо, и следующее упражнение для гибкой спины. Мы подкручиваем нижний пресс, с грифом. Повыше поднимаем бедро, отставляем носочек назад и вытягиваемся наверх. Делаем выдох на скручивании и спинка гибче назад уходит. Делаем выдох и гибкая спина с грифом уходит назад. Мы вам показываем упражнение сбоку. У нас по 8 повторений на каждую сторону. Продолжаем.
чтобы вы понимали амплитуду действий, как мы работаем, и чтобы вы понимали правильность и эффективность этого упражнения. Повторяем. Подкручиваем, да, хорошо. И гибкость спинки, да. Нижний пресс, то, что нам нужно было, здесь низ живота работает. И максимально прогибаемся, у нас гибкая спина, да. Хорошо, выдох, вдох. Хорошо, замечательно. По 8 повторений на каждую сторону. Это второе упражнение. Да. Ногу отставляем на носок. Хорошо. Молодцы. Да. Чтобы не терять баланс и не терять координацию, всегда смотрим перед собой в одну точку. Всегда смотрим перед собой в одну точку. Поэтому у нас не будет теряться баланс и координация. Вот, стараемся. Хорошо. Уже лучше. Еще скручиваемся на бедро. Исходное. Хорошо, молодцы. Да. И теперь у нас другая сторона, другая нога. И гибче спинку назад. Очень хорошо. Хорошо, молодцы. Делаем по 8 повторений на каждую сторону. Еще 4 осталось. 3. 2. Последний раз. Хорошо, молодцы. Теперь становимся, широкая постановка ног. Ножки шире ставим. И ставим у левого носочка гриф, ставим, да. С ровной спиной тянемся к правому носочку и поднимаемся наверх, да. Всегда смотрим перед собой, спинка идеально прямая у нас. Делаем по 8 повторений. Выдох на подъеме, вдох, выдох, вдох, таз назад. Выдох. Гульбахор. Сильнее сгибаем правое опорное бедро. Правое опорное сильнее сгибаем, ниже уходим. Да. Выдох на подъеме. Носочки смотрят вперед. Это упражнение нацелено на мышцы спины, потому что, заметьте, спина у нас идеально прямая. Также у нас работают мышцы ног и косые мышцы живота, потому что мы скручиваемся в диагональ. Выдох не забывайте делать на подъеме. Выдох на подъеме. Хорошо. Да, 8 повторений. И меняем сторону. Это наше третье упражнение. Сгибаем опорное бедро, левое. Выдох на подъеме. Вдох. Выдох на подъеме. Вдох. Выдох на подъеме. Еще работаем. Хорошо, 4 раза осталось. Таз максимально назад убираем. Носочки у нас положение не меняют. Да, хорошо. Выдох, ниже опускаемся, ниже. Растягиваем мышцы спины в диагональ. Выдох на подъеме. Последний. Хорошо, молодцы. И теперь держим спину ровной за счет того, что мы гриф прижимаем на себя, да, вот так, сверху, да, вот. Держим ровный позвоночник, и я бочком покажу. Если у нас опорное левое бедро, то скручиваемся влево, делаем выпад, скручиваемся за левое бедро и поднимаемся. И еще раз, с левой стороны мы делаем выпад вниз, скручиваемся за левое бедро и потом исходное встаем с пятки опорной ноги с левой. Итак, начинаем. 8 повторений. Сначала вниз выпад, потом скрутиться. Да. Так. Левая нога. Раз. Скручиваемся. 2. Сильнее скручиваемся. Да. 3. Исходная. Вырастаем. 4. Итак, работаем. Хорошо. Здесь у нас на раскрутке работают мышцы пресса, косые мышцы, поперечные мышцы пресса.
потому что мы скручиваем корпус в диагональ, скручиваемся на выдохе и не забываем подниматься в исходное положение. Да. Хорошо. Не теряем баланс, координацию, смотрим в одну точку. Нашли точку по центру и смотрим в нее. Раз, два, три, четыре. Раз, не спешим. Два, три, четыре. Еще 2 раза у нас осталось. Дорабатываем. Молодцы, хорошо. И теперь у нас правая опорная нога будет. Мы скручивались влево, левая опорная нога была, а теперь вправо. Мы делаем выпад, мы скручиваемся вправо, мы поднимаемся в исходную позицию. На носочке у нас левая нога позади остается. Выдох на подъеме. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. У нас 8 повторений, Гульбахор. Да. Носочек у нас не меняет положение. Корпус ровный. Стараемся корпус держать ровнее. Ровнее. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не спешим. Делаем поэтапно. Делаем с правильной последовательностью упражнения. Раз, два, три, четыре. Делаем выпад, делаем скручивание, раскручиваемся и возвращаемся в исходное положение. Еще 2 раза доделываем. Хорошо. Последний раз. Молодцы. Отдыхаем, отдыхаем. Заслуженно отдыхаем. И мы переходим в пол. Переходим в пол с грифом. К вам лицом? Ага. Мы проработали мышцы ног, немножечко, да, была нагрузка на ноги? Была. Поэтому, да, помимо спины и пресса, сейчас мы ноги уже тянем, они находятся на растяжке, поэтому широкая постановка ног. Угу. Мы с грифом уходим чуть-чуть назад, не до конца, так, чтобы мышцы пресса чувствовали, что они работают. Вырастаем и скручиваемся влево на выдохе. Хорошо. Уходим назад, держим гриф на уровне грудной клетки, поднимаемся с идеально ровной спиной и скручиваемся влево. Хорошо. Исходная. Еще. У нас 8 повторений. Скручиваемся за счет мышц пресса, косы, мышцы пресса. Еще скручиваемся. Хорошо. Доделываем еще 4 раза. Хорошо. Молодцы. Хорошо. Еще 3. Молодцы. На самом деле корпус должен очень хорошо крутиться, потому что мы постоянно делаем акцент, как на групповых занятиях 55, как в индивидуальных персональных тренировках. Мы всегда стараемся делать амплитуду шире, чтобы мышцы были рельефные и были подтянутые, красивые, правильно формировались мышцы. И у нас правая сторона. Назад. Напрягаем мышцы пресса, идеально прямая спина и вправо скручиваемся. Хорошо. Назад, пресс чувствуем, мышцы спины выпрямить и вправо скрутиться. Хорошо. 6 раз дорабатываем еще, 6 раз. Хорошо. Отлично. Доделываем упражнение.
Но при этом у нас, помимо того, что работают боковые и косые мышцы, в целом торс крутится, еще и поясничный отдел, и выпрямители позвоночника, те мышцы, которые отвечают за прямой позвоночник. У нас еще и тянутся мышцы ног, потому что у нас широкая постановка ног. Мы сидим и, заметьте, мы не сгибаем колени. Мы не сгибаем колени. Хорошо, сделали. Молодцы. И теперь ножки вместе. Мы поднимаем гриф на уровне грудной клеточки и стараемся сделать шаг, шаг, опустить ножки. Можно до конца в пол, но лучше не опускать, да? Мы сделаем раз, два, три, в планочку вернулись. Раз, два, к грифу ножки. Голень практически грифа касается. И опускаемся в планочку, в исходную. Раз, два, и опускаемся в планку, в исходную. Раз, два. Если кому-то очень тяжело держать ноги на весу, вы можете пяточки опускать. Можно опускать пятки, потому что всегда существует упражнение от простого к сложному. Да, сделали. Да. И теперь другая нога. Начинаем. И лево, право, опускаемся. Лево, право, опускаемся. Лево, право, опускаемся. Ножки сильно не падают. У нас еще два раза. Дорабатываем. Хорошо. Раз, два. Дорабатываем. Молодцы. Можно немного отдохнуть. Уходим назад. Носочки тянем от себя. И вытягиваем мышцы спины ровно. Две пружиночки делаем. Уходим назад, напрягаем мышцы пресса. И наверх идеально ровная спина, как струночка, две пружинки. Хорошо. У нас еще 5 повторений. Работаем. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Не спешим. И раз, два. И при этом у нас ноги тоже тянутся. Заметьте, не сгибая колен, Гульбахор делает упражнение. Носочки она тянет от себя на растяжку. Угу. Молодцы. Доделываем. Последний раз. Хорошо. Меняем положение ног. Опять широкая постановка ног у нас. Носочки тянем, не сгибая колен. Для ровной спины ставим гриф на нижний край лопатки. Не на шейный, не чуть ниже, а именно нижний край лопатки. Так правильно. И начинаем скручиваться влево, две пружиночки, исходная. Да, ровная спина. Хорошо. В наше время очень мало людей, кто может похвастаться ровной спиной и сказать, что у меня совсем нет проблем со спиной. У всех в основном сидячая работа. И все люди говорят о том, что есть какая-то проблемка со спиной, или верхний плечевой пояс, или поясничный, или же протрузия, грыжи, лордоз, кифоз. Очень много проблем. Вот поэтому этот эффективный комплекс держать ровную осанку и ровную спину очень эффективный. Хорошо. И теперь другая сторона, вправо. Две пружиночки. Исходная. Хорошо. Две пружиночки. Исходная. Две пружиночки. Доделываем. Очень важно держать ровную осанку на всем протяжении выполнения упражнений. Очень важно. Тогда ваша спина будет здоровая, ровная, крепкая. Да, хорошо. Доделываем 4 раза. Еще 3 осталось у нас. Последний. Хорошо, молодцы. И теперь чуть-чуть беремся поуже руками. Спина остается ровной. И вытягиваем руки наверх. И также опускаем за нижний край лопатки. Выдох. Вдох. Выдох. Плавнее, плавнее опускаем, чтобы не бился гриф, а спину. Хорошо? Наверх, ровнее и вниз. Вытягиваем мышцы спины и опускаем вниз гриф. Выдох.
вдох. Сейчас у нас работают плечевые пучки, трапеции, частично задеты широчайшие мышцы спины. Выдох на подъеме. Еще 3 раза. Еще 2. Последний. Хорошо, молодцы. И становимся в классическую оттяжку. Складываемся, вытягиваем руки вперед, таз садим на пятки. Для того, чтобы потянуть мышцы спины, так как мы очень хорошо проработали ее сегодня. Да, и поясничный отдел вытягиваем. Обязательно ягодицы посадить на пяточки, только тогда вытянется поясничный отдел. Хорошо. Аккуратно, плавно встаем. И сейчас будем работать со станком. Наверняка есть возвышенность. Вот найдите любую возвышенность. Это несложно. Да, Гульбахор? Так, опорную ногу очень плавно ставим на станок. И ребро стопы разворачиваем по направлению станка вперед. Да. Левая нога стоит строго под корпусом. Да. Так. Хорошо. Вытягиваем руки наверх по направлению спины, идеально ровный корпус. И скручиваемся на бедро. Чем ниже, тем лучше. Выдох на подъеме. Вдох. Выдох на подъеме. Вдох. Выдох на подъеме. Работаем. Тем самым мы тянем мышцы ног, продолжаем тянуть. И также вытягиваем мышцы спины и продолжаем тянуть боковые мышцы, косые мышцы, те, на которые мы поработали сейчас, очень хорошо поработали. И поэтому нам нужно качественно произвести растяжку. Очень хорошо, очень хорошая идеальная техника. Мало кто может похвастаться практически достать до бедра в таком положении, потому что это многосуставное упражнение, очень сложно на самом деле выполнить все 4 комбинации одновременно. И последний разочек. Хорошо, аккуратно разворачиваем носок и снимаем ногу под колено. Хорошо, и сейчас меняем сторону, да? И сейчас меняем. Угу. Аккуратно забрасываем ногу. Очень аккуратно. Разворачиваем ребром стопы. Ставим ногу опорную правую под корпус. Идеально прямая спина. И скручиваемся на бедро пониже. Выдох на подъеме. Хорошо. Да, идеально прямая пропорция наверх. Сейчас вы видите, как мы должны держать ровную спинку, вот, именно вытягивая мышцы рук наверх, начиная вот с этими мышцами, продолжая плечевой пояс и руки продолжение спины. Идеально прямая пропорция наверху. Скручиваемся, у нас еще 3 раза на бедро, выдох на подъеме. Последний раз. Замечательно. Снимаем ногу. Да. Гульбахор, вы скажите, как чувствуете себя, как мышцы спины ваши себя чувствуют, как ощущения? Очень хорошие, как будто я молодела. Дискомфорта нет? Нет дискомфорта. Отлично, отлично, молодцы. И сейчас мы последнее сделаем упражнение, прям чтобы расслабить все мышцы и позвонки открыть, хорошо? Становимся опять боком, чтобы наши зрители, которые с нами всегда повторяют упражнения эффективные, видели, как нужно плавно, позвонок за позвонком, расслаблять мышцы спины после проработки. Вот, и остаемся научиться расслаблять шею, макушку и полностью спину. Расслабить вниз. И также плавно, позвонок за позвонком, мы должны подняться наверх в той же последовательности. Также плавно. Плечи расправить, в самую последнюю очередь макушка. Хорошо. Мы сделаем вдох.
Оставим ручки наверху, да, Гульбахор? Таз подкрутим максимально, в себя таз, да. И начнем вытягиваться. Каждый раз уровень пальчиков должен быть выше предыдущего уровня. Если сбоку посмотреть, одна прямая должна быть, без изгиба, без изъяна, без изгиба, одна прямая, начиная от ягодиц, поясничного отдела, верхнего плечевого пояса. Одна прямая вертикальная планочка должна быть. Еще тянемся, 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 тянемся. И через верх, назад руки убираем. И еще делаем вдох. И убираем руки назад. Хорошо. И еще вдох. Хорошо. И руки вместе. И оттянуть лопатки. Максимально оттянуть верхний плечевой пояс. Хорошо. Вот наш эффективный комплекс спина плюс пресс и плюс стрейчинг. У нас сегодня было занятие с элементами стрейчинга. Мы еще и потянулись, помимо того, что проработали проблемные зоны. Поэтому эффективность этого комплекса доказана, да, Гульбахор? То, что это эффективно, это работает. Еще раз, здоровое питание, правильные продукты. То, что мы едим, из того мы и состоим. Если будем правильно питаться, будем хорошо выглядеть. Поэтому здоровая, правильная еда, правильный подход, правильные тренировки – это залог к счастливому долголетию. До новых встреч! Увидимся с вами!